Из Малгобекского военкомата на службу в армию должны отправиться 60 новобранцев. Сейчас идет отбор. Весенняя призывная кампания по стране началась с 1 апреля. Она продлится до середины лета. За это время в ряды вооруженных сил планируют привлечь 130 тысяч человек. В этом году особое внимание уделяется медицинской подготовке с учетом эпидситуации. Юсуп Ахриев попасть в ряды вооруженных сил России хотел давно, ведь для его семьи армия – это обязательная традиция. Дед, отец, дяди – все с честью отслужили. Теперь его черед. Отдать долг отчизне должен каждый уважающий себя мужчина, отмечает Юсуп. Армия учит ответственности и самостоятельности. К тому же сегодня без военного билета никуда. Но сначала ему нужно пройти освидетельствование в 2 этапа. Сейчас он прошел медкомиссию. Окулист, невролог, офтальмолог, терапевт и стоматолог. Первым делом призывники на пункте проходят медосмотр у 8 врачей узкого профиля. Также призывники проходят психологический отбор, что немаловажно на службе. Желающих попасть в армию и отдать гражданский долг много, но по состоянию здоровья многие остаются в запасе. В основном без каких-то отклонений бывает очень редко. Единицы, которым можно 100% сказать, что он годен и что он действительно, он годен ограничениями, с незначительными ограничениями. Если вес недостаточный, если ожирение у него, если незначительные кожные заболевания, которые можно вылечить и которые можно отправить. При сколиозах, сколиозы бывают обычно у школьников, я не знаю почему, но в основном у школьников они дают искривление позвоночника или неправильная посадка этих детей в школе, или, не знаю, перегрузки, какие-то нагрузки. Для призывников медосмотр – ответственный момент, так как билет в армию напрямую зависит от состояния здоровья. Сегодня волнующим он стал и для Азаматгири Эльдиева. На предварительное освидетельствование он привел 2 сыновей, двойняшек, которым недавно исполнилось 18 лет. В Питере служить, я отслужить, я почетную грамоту же, благодарственное письмо Амаджи военкомата и от милиции армию, милиции Буху. Армия Кацави. Где же это юридически? Азат лет служить. Садаз лет служить. Короче, армия выходит, сам массагор, замсагор. Военный билет, куда некому бездействие, куда. Направят призывников сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные и войска Национальной гвардии России. Весенняя призывная кампания в соответствии с указом Верховного главнокомандующего началась по всей стране с 1 апреля и пройдет до 15 июля. В этом году перед Малгобекским комиссариатом поставлена задача. Они должны отправить 60 новобранцев. Предварительную комиссию прошли около 100 человек. Пока призывники на стадии отбора. Призывной ресурс у нас, конечно, позволяет и 60, и больше выбрать, так как призывников много состоит на учете. Но все равно стараемся выбрать из них лучших, делаем отбор, чтобы попадали в войска наши ребята, чтобы потом за них не было и обидно, и больно, чтобы они прославляли и нашу республику, наш народ, наших людей. Где бы ты ни был, ты не должен забывать, что ты ингуш, что тебе надо возвращаться сюда. Поэтому у нас такой отбор идет предварительный, и стараемся, чтобы более лучше поставить войска. Отправка на военную службу начнется с 20 мая. Перед этим призывники должны пройти конечное освидетельствование в военном комиссариате в Экажево. Там же покупатели проведут собеседование с новобранцами. Молодые люди по желанию могут выбрать род войск, где хотят служить. Адам Мережков, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.